В эфире Геббельс ТВ. Новый прорыв в демократии. Впервые в выборах президента страны смогут участвовать слепые. Эту радостную новость сообщил белорусам секретарь Центральной избирательной комиссии Николай Лазарик. Ну вот, видите, какой прогресс? Я думаю, что нам, наконец, все-таки придется признать президентские выборы в Беларуси. Никакого прогресса нет. Ведь на этот раз Гарант зарегистрировал всего 3 альтернативных кандидатов. Так это же и хорошо. Даже если он их всех посадит, то это все равно будет меньше, чем в 2010-м, когда он посадил 6 кандидатов. Но ведь среди них нет ни одного реального оппозиционера. Зато есть какой-то ряженый казачий атаман. Атаман нужен Гаранту для решения социально-экономических вопросов. Как это? Он будет петь, «Любо, братцы, любо, братцы, жить». Вот-вот, я и говорю, этот казачок засланный. Нет, он не засланный, он посланный. Посланный изображать альтернативу Гаранту. А засланными будут наши агенты. Вы имеете в виду группу «Эксперт»? Of course. Предлагаю подключить их к делу о загадке слепых. Good. Но тогда эксперту нужна крыша. Явки, пароли, вроде «У вас продается славянский шкаф». Продается шкаф? Unbelievable. Разве Гарант еще не все продал России? Беларусь-Кали вроде пока еще не продал. Окей. Значит, пароль «У вас продается Беларусь-Кали». А крыша? Может, Макдональдс? Макдональдс не годится. Он давно под подозрением. Корчма! Они должны работать под крышей корчмы. В корчме точно будет собираться вся вертикаль. Are you sure? Вы уверены? Конечно, это же будет корчма! А белорусские чиновники любят корчить из себя спасителей нации. Окей, передаю задание. Центр эксперту. Прошу установить, что значит выборы для слепых. Прошу установить, что значит выборы для слепых. Нічога сабе. Даша, ты просто як тая русская пианистка с фильму «17 мгновений весны». Тихо ты. Эксперт центру. Задание атрымалі. Пераходзім да выканання. О, и что мы будем рабіць? Як што? Будзем уваходзіць у вобраз супрацоўнікаў карчмы. Напрыклад, можаш быць барменам? Барменом? А мне пераливать або не доливать? Галоўнае не заліваць. Гэтым у нас стабільна займаецца БТ. Хе-хе, сапраўды, так заливать, як на БТ, у мяне не атрымаецца. Ну што ж, тады застаецца адно. Будзеш працаваць шыльдай. Я? Крумкач? Шыльдай? Даша, так мяне яшчэ ніхто не абражаў. Сама ты шыльда. Ты не зразумеў. Толькі ўяві сабе, нашая карчма будзе называцца «У крумкача», а ты ў ёй будзеш галоўным адміністратарам. Во! Я галоўным? Хе-хе, ура! Віншуем з пачаткам новага сезону і запрашаем усіх у нашу карчму, дзе вас ласкава сустрэну я, Шыльда, то бок галоўны адміністратар Крумкач, и белорусская пианистка Даша Зелинская. Я тебе зараз дам, пианистка. Ты что, штурмбанфюрер хвостатый, выдать нас захотел? Ты только погляди, какая тут публика ошивается. Слышали, коллега? ЦИК не зарегистрировал кота Барсика в качестве кандидата. Может, нам всех котов надо взять на заметку? Давно пора. Придумали на Западах, понимаешь, наполнители для кошачьих лотков. Раньше туда нарезали газеты, в основном советскую Белоруссию. А теперь из-за этих наполнителей коты к честной прессе доступа вообще не имеют.
Вот и идут в отморозки. Чу, патрэбная максімальная асцярожнасць. У нас жа сур'ёзнае заданне высветліць тайну сляпых выбараў. Зразумеў і напружыўся. Даша, увага, клиент на падыходзе. Вы не подскажете, как пройти в обменник? А вось і чарговы кліент нашай карчмы, дырэктар Нацбанка Калаур. А вам зачем? У нас в Нацбанке спецоперация. Теперь за небольшую сумму в обменниках можно проверить подлинность белорусских банкнот. Правда, пока ни одной фальшивой купюры не обнаружено. Дык праблема ж у тым, што падрабляць беларускія грошы каштуе даражэй, чым іх намінал. І як жа цяпер у Нацбанку плануюць вярнуць давер да зайчыкаў, асабліва пасля апошняй дэвальвацыі? Не толькі ты заклапочаны гэтым пытаннем. Пра гэта таксама спрачаюцца і шматлікія юзеры у нашым жесточайшым Wi-Fi. У зайца отказали тормоза, но тормозной жидкости никто не дает. С сегодняшнего дня в европейских банках можно будет купить белорусские рубли только при наличии справки от психиатра. Курс в обменнике увидел и стою в прострации. А в Нацбанке заявляют, нету девальвации. Сначала мы жили бедно, а потом нас обокрали проклятые американцы. Рубль принял сильное слабительное, и скоро все накроется бумажным тазом. А вось дзіўна, што яшчэ не прывязалі падзення рубля до амністыі апазіцыянераў. Яшчэ прывяжуць. Тут жа сувязь відавочная. У Нацбанку проста кепска пачулі гаранта. Вырашылі, што ён абвясціў не амністыю, а амнезію. І людзі проста забыліся пра папярэднія дэвальвацыі. Забыліся? Жах! Таму і арганізавалі новую? Дакладна. А ўвогуле трэба пачытаць прэсу. Ці лепш проста спытацца вунь у той парачкі пенсіянераў, якія літаральна не выпускаюць з рук газеты. А хто гэта? Вунь той у акулярах. Гэта пан практолог. Яго яшчэ называюць практолог чалавечых душ. А той, што з барадой, гэта пан псіхіятр. У мінулым специалист по мозаичной шизофрении. Вы знаете, пан психолог, они тут пишут, что скоро мы сможем купить на один зайчик $1,5 миллиона. $1,5 миллиона? С чего это? Все благодаря нашим внешним прорывам. Вот послушайте. Минск посетил вице-президент Зимбабве, страны, где за $1 американский доллар дают 250 триллионов зимбабвийских долларов. Несложно подсчитать, что за 1 белорусский рубль там дают целых 1,5 миллиона. В связи с этим гарант отметил: у нас нет никаких проблем с вашей страной. У нас нет никаких препятствий для глубокого всестороннего сотрудничества. Слышали? Что скажете? Скажу, что словами про глибокое супрацоўніцтва вы, як практолог, повинны быть профессийно вельми ураженные. Благодаря отсутствию препятствий для глубокого сотрудничества мы начинаем импорт нулей из Зимбабве, которые пойдут на печать зайчиков. У Зимбабве рисуют очень ценные нули. Их президенту Мугабе уже 96 лет, так что он знает, что делает. К сожалению, в нашем Нацбанке еще не научились рисовать нули так же продуктивно, как африканцы. А что, если рисовать на купюрах не нули, а проценты? Ермошина же умеет их рисовать, как никто. Ты, Кобяков, думай, что говоришь. Ты что, хочешь, чтобы все купюры в стране были номиналом 82,6%? Лучше идите все и жесточайше учитесь рисовать нули. И чтоб красиво рисовали, а то головы пооткручиваю. Добрый день, дорогой электорат! А вось і наша знакамітая Лідія Михайловна Ярмошина. Памятаеш яе глыбокую думку пра тое, што жанчына павінная сядзець дома і пастаянна гатаваць боршч. Зноў борщ? А я чуў, што пасля падарожжа ў Вену яна стала феміністкай. А как же, конечно, стало. Более того, в будущем я даже вижу на посту президента женщину. Что вы кажете? И я даже знаю, как ее зовут. Вот так. И як же, коли не секрет? Александра Григорьевна. Ядрический компот. Компот это потом, это на третье.
А пока ваша корчма временно закрывается. Тут будет избирательный участок. Выборчий участок? Чаму менавіта ў нас? Потому что у вас у помещении элегантная температура. Вот посмотрите, пан психолог, что пишет пресса. Лидия Ермошина на вопрос о том, почему выбрали 11 октября в качестве даты выборов, заявила, что этот день является наиболее приятным днем для посещения страны с климатической точки зрения. Ніколькі не здзіўлены. Маючы такі вентылятор, як Мар'яна Шчоткіна, можно легко забеспечить любой климат. Марьяна Щеткина? Та, что министр труда? Почему это она вентилятор? Так вы почитайте, як яна крутится. Мар'яна Шчоткіна заклікала беларусаў круціцца. Сама яна, мяркуючы па кошце яе маёмасці, накруцілася на 1 мільён даляраў. Каб зарабіць столькі грошай, беларусам трэба круціцца 184 гады, адмаўляючы сабе ува ўсім іншым. Ух ты! Даша, атрымліваецца, Мар'яна Шчоткіна і насамрэч сапраўдны вентылятар. Натуральна. Нездарма яе завуць Мар'яна, як тую служанку з серыялу «Багатыя таксама плачуць». Лідія Михайловна, а чаму б і на БТ таксама не зняць серыял «Міністры таксама плачуць»? Што ты ўсё ўздыхаеш, Тимофеевна? Зноў, напэўна, серыял той глядзела про Мар'яну Шчоткіну. Ну да, усё крутится несчастная, усё крутится, и никак с этим Луисом Альберташенко у яе не складывается. Прямо сердце кровью обливается. Ах, если б я была той Марьяной! О, Марианна! О, Луис! Как же так, Марианна? Почему вместо того, чтобы крутиться, ты тут с этой сеньорой семки лузгаешь? Может, и вы хотите? Да я, Луис, еще кручуся, а толку-то? Сколько будет идти этот сериал? Неужели ж, как у Щеткиной, 184 года? А хоть и 184. Будем крутиться, пока опять Россию на кредит не раскрутим. Ну что, пофантазировала? Давай уже, пошли и мы крутиться. Раскрутим суседку на гроши до пенсии. Пробачьте, Лидия Михайловна, але ничего у вас не отрымается. У нас корчма, а не выборчий участок. Мы же не який-нибудь буфет. У нас сейчас вся страна буфет. После того, как сняли временные ограничения с продажей алкоголя. И вообще, не вздумайте срывать мне избирательный процесс, иначе мне придется обратиться в соответствующие органы. А правда, что у настоящего чекиста должны быть холодный ум, чистые руки и горячее сердце? Запомни, у настоящего чекиста должна быть новая звездочка на погонах. Так что пора сливать информацию. Если коты отморозки, то надо ради интересов безопасности сфабриковать против них дело. Помнишь заявление КГБ в 2006-м про чумную крысу, которой накануне выборов хотели отравить столичный водопровод? Но в этой корчме, кажется, нету котов. Котов нет, но есть один дятел. Это Крумкач, что ли? Крумкач. Пришьем ему дело, мол, хотел накануне выборов заразить себя чумой и запустить свое тело в водопровод. Ух ты! Вот это слив! Даша, и что нам робить? Коли тут будет участок, нас же могут выкрыть. Жах! Может, зменим дах? У тебя нема на прикмете якога-небудзь объекта, які мае репутацию абсолютно мирного? Натурально ёсць. Вось послухай гаранта. На нашей территории две абсолютно мирные российские военные базы. Ух ты! Дык что, нам працаваць под дахом мирной российской войсковой базы? Трэба параіцца з цэнтрам. Мирные военные базы? Unbelievable. Как так может быть? У православных атеистов может быть все. Делают же они из корчмы избирательный участок. Так это же хорошо.
Так они вплотную приблизятся к разгадке выборов для слепых. Какие выборы? Там же даже нет наблюдателей правозащитников. Пардон, я могу послать туда одного правозащитника. Это последовательный борец за свободы. Окей, передаю задание. Центр эксперту. Предлагаем войти в состав избирательной комиссии. В качестве поддержки посылаем наблюдателя, знатока гражданских свобод. Конец связи. Чу, досылают назиральника. Падаецца ў цэнтры зноў, як у 2010-м лічаць, што гарант лібералізаваўся. О, можа, сляпые не тут, а там? Официант! Вы что тут? Я же сказала, прячьтесь в подсобку. Здесь будут элегантные выборы гаранта. Ой, а можно и нам у склад выборчей комиссии? Вам? Для этого надо пройти тест. Скажем, знаете ли вы избирательный кодекс? Вот, например, вопрос на засыпку. Кто может быть президентом РБ? Ну, ясно кто. Президентом РБ может быть только особа с опытом президентства. Можно я удакладню? Мой коллега помылился. Справа в том, что мы увогуле не читали той выборчий кодекс. Не читали кодекс? Так бы сразу и сказали. Теперь я вижу, что вы достойны быть у комиссии. Занимайте места и регистрируйте сляпых. Вот так. Даша, а где ж той назиральник з заходу? Час ідзе, раптом зараз сляпые придут. Где есть голосоват? Я должен смотреть, как соблюдать права и свободы. Ну все, теперь я за наши выборы абсолютно спокоен. З чаго гэта вы? Это же Депардье. Вот почитайте. Он сказал, что Беларусь – это маленькая Швейцария. Нічога дзіўнага. Ён проста ўбачыў, што гарант носіць швейцарскі гадзіннік коштам у некалькі тысяч долларов. А вот еще. Гость также посетил сельхозпредприятие, где озаботился правами коров. Да, я доволен уровнем. Только вот жаль, что у коров нет свободного выгула. Даша, дык что, Депардье будет сачыць за нашими выборами с пункту гледжання грамадзянскіх праў кароў? А ты як думаў? І як француз, ён зробіць гэта з шыкам. Пад музыку і з дапамогай песні Джо Дассена «Калі б не было цябе». А я перакладу. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Ты ведаешь французскую? А то. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Ну давай, перекладай. Пачакай. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus. Ну? Май терпение, зараз. Dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirais perdu. Ну вот, что такое пердю? J'aurais besoin de toi. Так, перакладаю. Ён пяе. Калі б не было цябе, корова, мы б не ведалі, што такое свабода сходаў. Коровы павінны мець мажлівасць свабодна, без дазволу Мінгарвыканкама збірацца ў статкі. Калі б не было цябе, корова, мы б не ведалі, што такое правы. Бо кожная, нават самая выдаенная корова, павінна мець права на пастуха. Даша, але ж люди, не коровы. Навошта им пастух? Ну ты даешь. А як же інакш іх загнаць на галасаванне? Толькі пагрозамі. Напрыклад, студэнтам пагражаюць праблемамі на іспытах, працоўным разрывам кантракту. Дарэчы, і са сляпымі павінна быць тое самае. А я, падаецца, зразумеў, чым будуць пагражаць сляпым. Вярнуць зрок. Вярнуць зрок? І чым жа гэта так жудасна? Дык сляпыя ж тады пабачаць, да чаго гарант давёў краіну. А давай, мой крылаты акуліст, лепш спытаем пра тое, што адбываецца на гэтых выбарах у палітолага Валера Карбалевіча.
Гэта самыя нецікавыя, самыя ціхія выбары за ўсю гісторыю Беларусі. На іх бачна абсалютная апалітычнасць, раўнадушша, абыякавасць большасці людзей. І гэта выклікана як фатальнай наканаванасцю, якая вядома ўсім грамадзянам, які будзе вынік, таму навошта тут яшчэ удзельнічаць, навошта бессэнсоўна ставіць подпісы і так далей. Дэмакратычны электарат, які не падтрымлівае Лукашэнку, ён кажа, што выбары несправядлівыя. А лукашысты кажуць, што наадварот, выбары справядлівыя, і прыкладна ацэнка справядлівасці выбараў, яна дзесьці супадае з рэйтынгам падтрымкі Лукашэнкі. Дзесьці так 35-40 лічаць справядлівымі, 35-40 несправядлівымі, і пасярэдзіне такая ж лічба каля 30%, якія не вызначыліся. Яна хістаецца. Прычым украінскі фактар вельмі моцна ўплывае на Беларусь, і сярод дэмакратычнай супольнасці зараз шмат заклікаў закрыць расійскія тэлеканалы, спыніць гэтую расійскую шавіністычную прапаганду і так далей, таму што яна дрэнна ўплывае на беларускую самаідэнтыфікацыю, беларускую незалежнасць і так далей. Гэта так, але гэта расійскія тэлеканалы добра працуе на ўладу, на рэйтынг Лукашэнка. Яны пужаюць людзей. Кожны дзень паказваюць, так сказаць, там вайну на Донбасе і ў Луганску, і людзі пужаюцца гэтага. Украінская трагедыя моцна траўмавала беларускі соцыум, і таму яна адштурхнула беларусаў ад нейкіх жаданняў пераменаў. Павысіла запыт на стабільнасць, на моцную ўладу, на моцную руку. І таму ўсе разумеюць, што выбары гэта рытуал, гэта бюракратычная працэдура, гэта некае тэхнічнае дзеянне, а ўлады ўсяляк гэта спрабуюць давесці да насельніцтва, што так, трэба прыйсці на выбары, трэба прагаласаваць, але зразумела, што вынік усім вядомы. І плюс да гэтага яшчэ адсутнасць яўнай альтэрнатывы, адсутнасць адзінага кандыдата, разброд у апазіцыі, вылучэнне яшчэ такіх дзіўных кандыдатаў, як Жанна Романовская, як Атаман Улаховіч. Гэта ўвогуле збівае людзей з таго, што гэта нейкія сур'ёзныя выбары. А ўлады ўсяляк, падымаюць гэтых людзей. Глядзіце, якія альтэрнатывы, маўляў, дзейнаму бацьку. Адсюль такое абыякавасць людзей. Ніякіх сляпых я не бачу. Падаецца, мы правалілі заданне. Падобна на тое. Давядзецца ісці ва-банк. Гэта як? Прытварыцца сляпымі. Магчыма, тады нам дадуць з ЦВК нейкую інструкцыю. Ось мы ўсё і даведаемся. Всем стоять! Это антитеррористическая операция! Даша, нешта гэта не падобна на інструкцыі з ЦВК. Гражданин Крумкач, вы обвиняетесь в попытке срыва выборов. Вы совсем очумели и с целью заражения электората своей чумой хотели утонуть в Минском водопроводе. Что есть случилось? Тут не нарушают права коров? Вядома, парушаюць. Яны хочуць кінуць у водопровод зараженную чумой корову. Зараженную корову? Дорогой Балемен, это же нарушение прав и свобод парнокопытных. Я буду жаловаться своему шер-ами Александру. Кто тут до бешенства обижает моего комарада Жерара, которого я научил косить траву? Вы что, не видели? Это ж было прям как у песни. Косил Жерар конюшину, косил Жерар конюшину, поглядал. А ты на кого это смотрел, Монами? Разрешите доложить. Вот эти двое срывают выборы. Почему срывают? Я ж вижу, они, как и положено членам избирательной комиссии, изображают слепых. А какие могут быть подтасовки, если в комиссиях никто ничего не видит? И вообще,
Членам комиссии надо выдать еще и устройство для глухих, чтобы они лучше слышали мои директивы про роль слепоты для нашей общественно-политической модели. Создавалась долго-долго специальная система, чтоб любимого гаранта многократно избирать. Подготовленные члены избирательных комиссий нарушений не заметят. Им приказано молчать. Полный хотим мы от людей слепоты. Полный хотим мы от людей немоты. Мы здесь от имени народа. Нет, не допустим мы бойкота. Обирай, не обирай. Обирай, не обирай. Если кто-то вдруг наглеет, если кто-то вдруг борзеет, наши следы результаты хочет опротестовать, этот злостный нарушитель на крыше поедет. нам никто не помешает элегантно побеждать. Полный хотим мы от людей слепоты. Полный хотим мы от людей немоты. Мы здесь от имени народа. Нет, не допустим мы бойкота. Обирай, не обирай. Обирай, не обирай. Я была недавно в Вене. Мне там евродепутаты, даже еврокомиссары обещали не мешать. Ей там были очень рады. Рассказали, что впервые. И внезапно захотелось наши выборы признать. Полный хотим мы от людей слепоты. Полный хотим мы от людей немоты. Мы здесь от имени народа. Нет, не допустим мы бойкота. Обирай, не обирай. Обирай, не обирай. Агенты сообщают, что тайна слепых раскрыта. Слепые были нужны гаранту для фальсификаций. Этого не может быть. Мой наблюдатель утверждает обратное. Натюрель! Никаких прав и свобод коров в ходе голосования не нарушалось. Например, в тюрьме на Крестина я не видел ни одной коровы. Но, как говорится, еще не вечер. И что же мы будем делать? У меня есть very good идея. Будем продолжать свою вражескую деятельность. Центр эксперту. Што, зноў? І чаго цяпер патрабуе гэты Юстас Алексу? Просяць даведацца, якія лічбы Ярмошына ўнесла ў канчатковы пратакол, перапісаць яго і ўнесці туды сапраўдныя лічбы. Нічога сабе. Яны што там у цэнтры? Джеймса Бонда пераглядзелі? Унесці ў канчатковы пратакол сапраўдныя лічбы. Хіба гэта магчыма? А вось гэта мы і высветлім у наступным выпуску, калі адправімся на заданне. А пакуль што развітваемся. Крумкач з вами. Ой-ой-ой-ой-ой.